В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Мы подведем основные итоги уходящей недели и обсудим одну из главных тем последних дней – ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет по итогам первого квартала нынешнего года. О ней мы побеседуем с министром по налогам и сборам республики Дауром Курмазия. А сейчас коротко об основных новостях недели. 10 июня президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, который прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Участники встречи отметили плодотворный характер сотрудничества наших стран в сфере безопасности. Сегодня те мероприятия, которые проводятся, еще раз свидетельствует о готовности сторон работать именно в этом направлении. И есть положительные уже результаты, свидетельствующие о том, что вот как раз-таки это сотрудничество дает нам возможность говорить о том, что мы на правильном пути. Я думаю, что, конечно, именно пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире, она должна быть адекватна тем угрозам внешним, которые есть. Поэтому эти вопросы, которые сейчас были сказаны, они действительно завтра войдут в повестку обсуждения. В тот же день в Гагре состоялось заседание, на котором были обсуждены предварительные итоги диспансеризации населения республики. Всеобщая диспансеризация Абхазии проходила во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня. За этот период были обследованы более 13 тысяч человек. Министр здравоохранения Абхазии Томас Сахнаки отметил слаженную работу врачей Федерального медико-биологического агентства России. Кроме того, как подчеркнул Сахнаки, у Минздрава Абхазии с российскими коллегами в планах открыть отделение кардиохирургии на базе республиканской больницы. Техническое задание они уже подготовили, соответствующее по реконструкции, капитальному ремонту отделения, где оно будет базироваться. И готовится проект межправительственного соглашения, который мы будем обсуждать в ближайшее время. Я думаю, что вот к концу года вот эти два вопроса, они также будут решены, что для нас очень важно. 11 июня состоялось совещание аппаратов Совета безопасности Абхазии и России под председательством президента республики Рауля Хаджимба. Речь шла о реализации инвестпрограммы, в частности, о развитии социальной и транспортной инфраструктуры. Стороны также обсудили вопросы создания инфраструктуры для оказания медицинской помощи, строительства нового здания тюрьмы, итоги диспансеризации, проблемы работы автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу и ликвидации очагов мраморного клопа. 11 июня, накануне праздника Дня России, президент Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев посетили торжественный прием, который состоялся в посольстве Российской Федерации в Абхазии. А 12 июня с важным государственным праздником президента Российской Федерации Владимира Путина поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба. При поддержке Управления образования Сухума совместно со специалистами в области здорового питания в детских садах столицы было введено новое меню. Основные изменения коснулись завтрака малышей. Тестирование проходило в течение недели, из рациона частично было исключено молоко. По утрам в разные дни детям предлагали кашу на воде с сухофруктами, вареное яйцо с огурцом, а 3 раза в неделю белый хлеб заменяли кукурузным. Новое меню для дошколят разрабатывали специалисты столичного управления образования и диетологи. Основной акцент был сделан на уменьшении употребления сахара. В конце пробной недели представители отдела образования Сухума провели собрание с участием врачей и диетологов, на котором подвели итоги нововведения. Участники собрания утвердились во мнении, что предложенное меню полезно. Теперь, чтобы официально ввести новое меню во всех дошкольных учреждениях Абхазии, необходимо одобрение санэпидстанции. На этой неделе активно обсуждался вопрос сокращения налоговых поступлений в бюджет по итогам первого квартала 2019 года. 10 июня министр по налогам и сборам Даур Курмазия и министр сельского хозяйства Амиран Какалия провели выездное совещание в администрации Чимчирского района по проблемам собираемости налоговых платежей. На встречу были приглашены руководители рыбоперерабатывающих предприятий, которых в районе 5. По итогам первого полугодия ни одно из этих предприятий не выполнило обязательств
по положенным платежам. 11 июня в Министерстве по налогам и сборам прошло совещание с участием 15 самых крупных предприятий столицы, на котором обсуждался вопрос отчисления налоговых платежей за первый квартал текущего года. На встрече отмечалось, что за последние 2 месяца наблюдается отрицательная динамика в плане собираемости налоговых платежей. Об итогах финансовой деятельности отчитались и руководители предприятий. По их словам, в сфере бизнеса есть определенные проблемы, в связи с чем доля их прибыли минимальна, а в некоторых случаях они работают и в убыток. О причинах сокращения налоговых поступлений в бюджет мы поговорим с министром по налогам и сборам Абхазии Дауром Курмазия. Здравствуйте, Даур. Здравствуйте. Первый вопрос. Госбюджет Абхазии за первый квартал 2019 года не досчитался более 30 миллионов рублей. Объясните, пожалуйста, в чем причина такого сокращения платежей? Причина сокращения платежей за первый квартал связана с недопоступлением плановых налоговых платежей по ряду крупных налогоплательщиков, в первую очередь. Какие причины послужили для того, чтобы вдруг они не стали выполнять вот эти свои налоговые обязательства? Выражение, что они перестали выполнять налоговые обязательства, не совсем верное. Они не выполнили те планируемые показатели, которые были заложены в доходную часть бюджета. Причина снижения этих показателей прежде всего связана со снижением выручки ряда крупнейших предприятий, в том числе это такие крупнейшие компании, как Винзавод, Аквафона, Мобайл, ряд крупных торговых предприятий, снижением товарооборота и снижением выручки. Это обусловлено какой-то общей экономической ситуацией или же, может быть, каким-то, не знаю, неверным маркетингом, управлением? Чем это вы объяснили бы? Потому что на самом деле, вот как вы ранее говорили, что вот эти отставания в платежах налоговых произошло вот последний месяц буквально. То есть 3 месяца квартала шло нормально, и 4-й месяц стал такой какой-то кризисный. Ну, на примере города Сухума недавно проводили совещание с участием крупных налоговплательщиков по итогам исполнения доходной части бюджета с 4 месяцев с участием заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварча. Там обсуждались цифры выполнения доходной части. Картина по городу Сухум наблюдалась у нас в этом году следующим образом. Если в январе месяце мы имели недопоступление 10 миллионов рублей, по итогам февраля недопоступление составило 33 миллиона рублей. По итогам квартала оно снизилось до 15 миллионов рублей, и по итогам 4 месяцев оно уже составило 57 миллионов рублей. Вот такими показателями была вызвана необходимость более детального изучения ситуации и более детального анализа и проведения подобного рода встреч. Во вторник, 11 июня, на совещании с представителями предприятий крупных и налоговой службы прозвучала другая цифра. Леон Кварча, заместитель руководителя администрации столицы, сказал о том, что недоимки составляют 84 миллиона, а ваша цифра 57. Вот тут нестыковочка. Не совсем, наверное, так. Во-первых, недоимки – это задолженности. Речь шла в словах заместителя главы о недопоступлении в бюджет города Сухум. Суммы я не совсем готов комментировать эту цифру. Могу сказать следующее. По налоговым платежам, которые администрирует Министерство по налогам и сборам, в бюджет недопоступило налоговых платежей 57 миллионов, основную долю из которых составляют такие платежи, как налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. И в совокупности от плана не выполнено налога на прибыль 28 миллионов и порядка 45 миллионов по налогу на добавленную стоимость. Учитывая, что эти суммы распределяются между 2 уровнями бюджетов, между бюджетом города Сухум и республиканским бюджетом, то практически половина из этой суммы приходится на невыполнение по республиканскому бюджету. Поэтому стоит предположить, что, скорее всего, в цифре, которую озвучил заместитель главы администрации, входят еще и неналоговые доходы, поступления по которым, видимо, тоже снизились. Вот вы перечисляли буквально по месяцам поступления, и там были достаточно, там сначала 33, и потом 15. Вот от чего варьируется сумма? Достаточно большая разница. Ну, цифра варьируется прежде всего по показателям крупных налогоплательщиков. Мы уже говорили, что у нас суммарные показатели по крупнейшим налогоплательщикам превышают сумму невыполнения нашего плана, но за счет привлечения дополнительных резервов, за счет выявления дополнительных источников налоговых поступлений сумма сокращена.
Но ситуация обстоит следующим образом. По предприятию «Вина и воды» произошло серьезное снижение объема экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это прежде всего связано с производственным процессом и с введением новой системы учета подакцизных товаров на территории Российской Федерации, куда осуществляют экспорт продукции в основном объеме данное предприятие. И по нашим данным, и по данным, которые дает налогоплательщик, и на встрече, которая проходила у нас, представители организации нас уверили в том, что объем экспорта будет наращиваться в дальнейшем, компенсирован. И по итогам года они предполагают не то, что не снижение, а увеличение объема экспорта продукции. Поэтому, по всей видимости, будет просто некое перетекание. По предварительным данным таможенного комитета, который есть у нас по май месяц, мы эту динамику начали наблюдать, что объем экспорта действительно начал увеличиваться. А когда возникли вот эти новые условия экспорта продукции? Для предприятия они практически возникли с начала года. И вот результат пришел на конец квартала, да? Результат он шел с января месяца, и по итогам 4 месяцев мы по предприятию имели практически 66% объема выручки, объема экспорта. Если сейчас экспорт опять стал налаживаться, значит, вот эти условия уже приемлемы, как бы привыкли предприниматели к этим новым условиям и уже нормально работают, нормально Мы ожидаем, что объемы не будут снижаться, объемы, наоборот, будут увеличиваться, и, соответственно, объемы налоговых поступлений по данному предприятию будут увеличиваться. А что вам позволяет так думать? Объем производства и объем экспорта по предварительным данным и данные, которые представил нам налогоплательщик, это и соответствующие переписки с их поставщиками и с их покупателями, и соответствующие контракты. То есть мы предполагаем. Вы упомянули сотовые компании наши национальные, и дело в том, что они всегда как бы были флагманами, и в том числе и по платежам налогам, выплатам налогов. Да? Что произошло вот в этой сфере? В этой сфере произошло не сейчас, в этой сфере происходит уже как минимум 3-й год. Происходит снижение объема выручки. Мы согласовывали с ними вопрос возможности озвучивания цифр. Все-таки существует такое понятие, как налоговая тайна. Но предприниматели выразили готовность озвучивать цифры, и что нет никакой в этом, в принципе, тайны. Динамика выручки, допустим, компании «Аквафон» выглядит следующим образом. За январь месяц они имели 94% выручки от уровня прошлого года, 87% от уровня 2017 года и 83% от уровня 2016 года. Если брать выручку за 4 месяца, то они имели выручку в этом году 93% от прошлого года, 86% от 2017 года и 82% от 2016 года. То есть мы имеем хроническую тенденцию снижения выручки, и пик этой выручки приходится на 2016 год. Аналогичная картина наблюдается и у второго сотового оператора. В процентных показателях несколько иная картина, не сильно отличается, правда, но динамика в принципе одна и та же. Объясняется это и как результатом нашего анализа, и так результатами, которые представляют налогоплательщики, озвучивали руководители этих предприятий, это снижение объема выручки от голосового трафика, от голосовой передачи данных и увеличение услуг, связанных с использованием интернет-трафика. На встречах, которые у вас с предпринимателями происходят, говорили ли они, допустим, о том, что надеются на какое-то исправление ситуации, потому что действительно прогресс не стоит на месте, если там в чем-то, допустим, они терпят убытки, может быть, будет доход от другой какой-то статьи у них в этих компаниях, или вы не в курсе вот их планов? По компаниям сотовой связи мы не можем ничего говорить и предполагать какого-то увеличения. Если не будет что-то новое, то, по всей видимости, в этом году мы роста товарооборота и роста выручки у них не заметим. По предприятиям, осуществляющим производство продукции, экспортоориентированным предприятиям, и по предприятиям торговли, по которым у нас есть некоторое снижение, то мы предполагаем, что, возможно, показатели будут меняться в большую сторону с началом летнего курортного сезона.
Картина в районах тоже не совсем радужная. Я имею в виду тот же Очимчирский район, который в этом году, скажем так, очень хорошо поработал во время путины. И наши рыбоперерабатывающие заводы, я думаю, должны были дать хорошие выплаты в бюджет. А вот почему этого не произошло или не произошло в той мере, в какой ожидалось? Нет, это произошло, происходит. Мы имеем очень хорошую динамику поступления налоговых платежей по Очимчирскому району, мы имеем перевыполнение плана, однако, вот как вы отметили, не произошло так, как мы ожидали. По нашим расчетам и по нашим прогнозам мы предполагали несколько более высокие цифры налоговых поступлений. В принципе, отчетный период пока не завершен. Основная доля реализации приходится на второй квартал, отгрузка, экспорт и реализация продукции. Но у нас есть основания предполагать, что мы можем не досчитаться некоторых сумм, поэтому была проведена встреча в Очимчирском районе по инициативе главы администрации района с участием предприятий и производителей рыбоперерабатывающей промышленности Очимчирского района. Ну и на встречу был приглашен министр сельского хозяйства. И что, какие перспективы дальше? Чем они объяснили на этой встрече вот это снижение, не снижение, скажем так, а то, что они не могут выплатить столько, сколько предполагалось? Мы наблюдаем неравномерную налоговую нагрузку по предприятиям. Как это? Объясняется, то есть не прямо пропорциональную. Мы предполагаем, что уровень налоговой нагрузки должен быть, в принципе, одинаковый по всем предприятиям, но наблюдаем несколько иную картину, в связи с чем и была вызвана необходимость проведения совместной встречи. То есть у кого-то спецналог, у кого-то что-то? Нет, или у кого-то налогов больше. Как это так? Уровень заработной платы отличается, прибыль отличается, цена на реализацию продукции отличается, объем выручки, соответственно, отличается, и отличаются налоговые платежи в целом. Объясняется прежде всего представителями предприятий это проблемы рынка сбыта данной продукции, проблемой доступа на российский рынок и проблемами, связанными с экспортом продукции, потому что основная доля продукции, практически вся, приходится на реализацию в Турции. И есть некоторые проблемы, связанные с отгрузкой товара и реализацией его на территории Турции. Есть определенная зависимость от своих инвесторов и покупателей этой продукции. Но, тем не менее, мы видим картину, которая нам позволяет предполагать, что нам указывают не всю выручку, не весь доход. Существенные изменения стоимости на одну и ту же продукцию предполагает либо существенное отличие качества продукции, либо существенно различные условия поставки этой продукции. Сейчас же вы проводите проверки. Что они говорят? Проверки начаты по предприятиям в части соблюдения указа президента об упорядочении налично-денежного обращения. В апреле месяце были приняты поправки, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволили нам возобновить работу по осуществлению контроля за соблюдением налично-денежного обращения в стране. И в том числе по этим предприятиям тоже начаты проверки, связанные с оборотом денежных средств и со сроками отгрузки и реализации продукции и возврата денежных средств за отгруженную продукцию. Пока говорить о результатах немножко рано. По итогам отчетности, квартальной отчетности полугодовой, будут проводиться комплексные документальные налоговые проверки. Будем смотреть результаты. Скажите, а между нашими предприятиями рыбоперерабатывающими есть ли конкуренция? Вот ощущается она? Есть, конечно, определенные условия конкуренции. Это связано с объемом переработки, объемом вылова и объемом переработки. Поэтому мы настаивали на участии в встрече министра сельского хозяйства, в чем он, в принципе, выразил абсолютную готовность и желание подобного рода встречи, обсуждения подобного рода вопросов. И могу так, забегая вперед, сказать, что независимо от результатов документальных проверок, сможем ли мы установить наличие каких-либо нарушений или не сможем, вопрос нами был озвучен на совещании в администрации района, и поддержал в этом вопросе нас министр сельского хозяйства, вопрос эффективности производства. И этот вопрос связан прежде всего с распределением квоты на вылов и переработку продукции. Вопрос обстоит следующим образом. Если на предприятии не зарабатывают сами предприниматели, если прибыль очень маленькая,
Если не зарабатывают работники предприятия в размере своей заработной платы, если там заработная плата в несколько раз ниже, чем у других предприятий, и если не зарабатывает государство в части налоговых поступлений, то у нас возникает вопрос эффективности данного производства. Хорошо. Ну, не будем забегать вперед, время покажет. Давайте обратимся к Гагарскому району. Глава Гагарского района, комментируя сильное падение налоговых платежей, выплаты налоговых платежей, сказал о том, что ситуация исправится с началом курортного сезона. Что теперь, вот уже июнь, середина июня, есть ли какое-то ощущение того, что вот ситуация с туристическим сезоном, в частности в Гагарском районе, и отчисления в бюджет из Гагарского района, как-то вот все это улучшилось? По отчислениям бюджета от туристической сферы, от курортного сезона пока немножко рано говорить, потому что у нас начало курортного сезона практически пришлось на июнь месяц. На текущий период, да, мы наблюдаем сейчас положительную динамику, рост числа численности туристов. К сожалению, сказать это за май месяц не приходится. В мае у нас в первых числах мая наблюдалась положительная динамика, рост числа экскурсантов на объектах массового посещения, это и в Рязинском национальном парке, и в комплексе Новофонской пещеры. Но вторая половина мая дала несколько иные результаты и была немножко отрицательная динамика. Поэтому мы предполагаем, что ту динамику, которую мы наблюдаем сейчас, ту тенденцию, она увеличится, сохранится, и по итогам отчетности за первое полугодие будем ожидать уже поступления налоговых платежей. А какова картина по другим районам? Гудаутский, Творчалский, Галский, вот если коротко говорить. Ну, если коротко говорить, по Гудаутскому району у нас план практически выполнен. Ну, по Творчалскому району ситуация несколько сложная. Скажем так, к сожалению, экономически депрессивный район, но говорить о том, что эта ситуация влияет на страну в целом, не приходится. Объем налоговых платежей, объем бюджета Творчальского района, я считаю, что не составляет серьезной трудности, и при выполнении показателей по всей республике, то государство, я думаю, найдет средства на датирование данного региона. Сейчас проходят проверки, о чем мы уже говорили, да, вот такие рейдовые мероприятия по предприятиям. Скажите, пожалуйста, насколько атмосфера деловая, настроенная на взаимосотрудничество? Вот как встречают налоговую на предприятиях? И легко ли работать вообще в этом отношении? Да, и эмоционально, и профессионально, конечно. Ну, в этом направлении работать, наверное, никогда не легко. На встрече с крупными налогоплательщиками мы обсуждали вопросы, связанные с налоговыми проверками и налоговым контролем в том числе. Настрой был положительный. Мы обращались к ним с вопросами, связанными с необходимостью представления дополнительной информации, дополнительной отчетности для более подробного анализа. Предупредили, что в некоторых случаях, когда у нас будут возникать определенные расхождения, ну или, скажем так, прошу прощения, сомнения, ибо наша работа заключается в принципе доверяй, но проверяй. Будем проводить документальные проверки, в принципе, на некоторых предприятиях они уже начаты. Я вижу пока понимание и осознание. Причем в некоторых случаях налогоплательщики, можно даже сказать, охотно идут на согласие необходимости проведения проверки для того, чтобы, по всей видимости, подтвердить, что в полном объеме выполняют свои обязанности перед государством. Но это, конечно, не всегда происходит, не всегда вызывают удовольствие или приязненные отношения налоговые проверки, да и любые, наверное, проверки. Но говорить о том, что есть острое недовольство и сильное противостояние, слава богу, не приходится. Проверки проводятся в сплошном порядке. Вот у нас в Гагарском районе в связи со снижением показателей в инвентаризационном порядке были проведены проверки практически по всем объектам размещения туристов. В подавляющем большинстве, по крайней мере, были зафиксированы имеющиеся данные. Была проведена проверка на наличие журналов учета туристов. То есть это все носило, скажем так, несколько предупредительный характер. Ну и один из серьезных вопросов, который нам не охватывался, кстати, он был озвучен на заседании Кабинета министров по подготовке к летнему курортному сезону, это вопрос представления отчетности. К сожалению, у нас дисциплина в этом плане хромает. Представление отчетности не всегда соблюдается. Мне пришлось предупредить всех о том, что проверки будут проводиться до тех пор,
И в том количестве необходимом, пока мы не будем получать достоверную информацию, пока мы не будем проводить анализ. А на основании анализа будет идти отбор проверяемых предприятий. И отбор будет идти всего лишь по одному признаку. От уровня показателей, снизу вверх. И по всей видимости, если у нас по некоторым предприятиям будут очень высокие показатели, то, может быть, их вопрос налоговых проверок не коснется вообще. Когда последний раз налоговая служба применяла санкции достаточно жесткие по отношению к предпринимателям? Налоговая служба применяет санкции по отношению к предпринимателям всегда, в соответствии с законом. Закон обязывает нас применять санкции. Конечно, мы всегда стараемся найти возможность для добровольной уплаты налоговых платежей без применения санкций. Но в отсутствии таковых есть обязанность, предусмотренная законом, и мы ее будем выполнять. Я столкнулся с такой ситуацией, когда у нас имели место задолженности прошлых лет, давно образовавшиеся с длительным сроком образования, и когда они действительно были настолько значительны, что их единовременная уплата и погашение не представлялись возможным для конкретного предпринимателя. Поэтому мы пошли на несколько прецедентную меру, это составление графиков погашений и реструктуризации задолженности и рассрочки платежей. Однако в большей части эти обязательства исполнены не были, и поэтому 9 из 10 подобных соглашений нами расторгнуты и предъявлены в полном объеме и будут погашаться. У нас регулярно проводятся различного рода проверки. Одна из серьезных тем проведения проверок – это производство и реализация подакцизных товаров. В связи с этим у нас проводились проверки на некоторых объектах. Ввиду необходимости в данный момент 2 склада опечатаны в результате совместных контрольных мероприятий с таможенным комитетом. Результаты проверок дадут о себе знать, либо нам представят всю необходимую информацию, весь необходимый материал, все данные для того, чтобы убедиться, что свои обязательства перед государством выполнены в полном объеме, либо для того, чтобы убедиться в стоимости налоговых платежей, которые недоплачены в бюджет. Мы, к сожалению, обладаем информацией о том, что подакцизная продукция нелегально вывозится за пределы Республики Абхазия, и, к сожалению, мы пока констатируем факт, что подакцизная продукция нелегально продается на территории Республики Абхазия. Это и табачная продукция, и алкогольная продукция. Мы имеем дело и с контрафактом, и с контрабандой. У нас уже начато активное сотрудничество с отделом контрабанды таможенного комитета. Мы предполагаем в ближайшее время полное сотрудничество с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Такой вопрос. Для лучшего администрирования налоговых платежей налоговая служба как работает? То есть как проходит сам процесс? Могли бы об этом сказать? И вообще, когда говорят о администрировании налогов, что вы подразумеваете, что надо подразумевать? Спасибо за хороший вопрос. Под администрированием налогов надо понимать ни в коем случае не собирание налогов. Вопрос собирания налогов мы постарались минимизировать, по-хорошему его надо прекратить вообще. Это вынужденная необходимость, особенно в части уплаты земельного налога физическими лицами и в части уплаты спецналога частными лицами. Допустим, в сфере патента мы исключили такую возможность уплаты наличными средствами данного налога. Оплатить его за наличные деньги невозможно. Оплата должна произойти через платежную систему. Поэтому под администрированием надо подразумевать контроль за правильностью начисления и уплаты налоговых платежей и своевременностью этих платежей. Работа налоговых органов в части администрирования заключается в осуществлении предварительного, текущего и последующего контроля. Большое внимание ранее уделялось последующему контролю, это документальные налоговые проверки. Кстати, возникает вопрос о частоте этих проверок. Так действующее законодательство предусматривает обязанность проверять не реже 1 раза в год. С одной стороны, данное требование физически выполняться не может в полном объеме ввиду численности, соотношения численности налоговиков и налогоплательщиков. С другой стороны, мы считаем, что в этом нет необходимости. Наша позиция заключается в поэтапном переходе от этого требования к проведению документальных проверок в течение срока исковой давности. И предполагаем увеличить этот срок, проводить, больше внимания уделять текущему контролю, предварительному контролю и больше внимания уделять проведению внеплановых и тематических проверок, вызванных определенными вопросами.
Ну и в дополнение могу сказать, что в 2018 году в центральном аппарате создано управление камеральных проверок для проведения подобного рода анализа, сверки данных. Мы начали больше работать с данными таможенного комитета, с данными кредитных организаций и с данными взаиморасчетов налогоплательщиков между собой. Это начало вызывать гораздо больше вопросов, чем вопросы, которые возникали у нас в ходе проведения документальных проверок. Ну и, конечно, большое внимание начали уделять проведению тематических проверок. Это хронометражи, это инвентаризация складов, это состояние учета на предприятиях, это вопрос инвентаризации участков, на которых расположены налогоплательщики и их учет в налоговых органах. В данный момент тоже проводится инвентаризация на нескольких участках и города Сухуми, и других районов. Как-то вы используете онлайн-технологии для вот этих операций по налоговым делам вашим? Да, это самый эффективный и крайне необходимый метод для осуществления налогового администрирования. С одной стороны, это минимизация затрат, и с другой стороны, это реальное повышение эффективности налогового контроля. Например, в части налога на добавленную стоимость у нас основная работа начала настраиваться именно в том русле, в том направлении. Те предприниматели, которые больше связаны с данным видом налога, с прошлого года, с августа месяца, внесена поправка в законодательство и столкнулись с необходимостью обоснования права вычета по налогу на добавленную стоимость, которым является документ, получаемый с сайта Министерства по налогам и сборам. Это выписка с реестра налогоплательщиков. По некоторым таким предприятиям выписку с реестра налогоплательщиков получить невозможно. Они значатся, скажем так, в черном списке. Материалы по ним передаются в правоохранительные органы. Нами выявляется и уже выявлен немаленький ряд организаций, скажем так, однодневок, которые создавали не с целью осуществления предпринимательской деятельности, а с целью уклонения от уплаты налогов. И в части НДС работа проводится, я думаю, несколько эффективно. И завершающий вопрос. Насколько типична вот эта ситуация, что к концу первого квартала, да, вот 4 месяцев года, такое проседание бюджета, и каковы вы считаете прогнозы по поводу вообще исполнения бюджета вот в этом году? Когда он будет приниматься, то есть не будет ли эта тенденция продолжаться, или же обычно идет сначала, может быть, спад, потом подъем? Как это происходит? Ситуация по выполнению плана за первый квартал, в принципе, типичная. Она всегда была сложная, это всегда вызывало определенные сложности. Говорить о состоянии и о прогнозах, для анализа мы занялись вопросом начисления налога на добавленную стоимость за этот период. Так мы наблюдаем следующую картину. Что за первый квартал, что за апрель месяц мы видим увеличение суммы начисленного налога на добавленную стоимость, при этом наблюдается снижение суммы, подлежащей к уплате в бюджет по причине наличия вычета. И основная доля вычета приходится на уплату так называемого ввозного НДС в Государственный таможенный комитет. В результате проведенного анализа и взаимодействия с таможенным комитетом мы заметили существенный рост сумм погашенных задолженностей по таможенным платежам, в связи с чем предполагаем, что суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплаты на территории Республики Абхазия, в последующий период должны возрасти. И говорить о том, что у нас есть какие-то серьезные угрозы, пока говорить, скажем так, рано. В предстоящем периоде и об итогах исполнения бюджета за 2019 год можно будет говорить по итогам курортного сезона. Я думаю, что все будет зависеть от результатов курортного сезона, от того, как он будет проходить, поскольку пик деловой активности не только санаторно-курортной сферы, не только объектов размещения, не только объектов массового посещения туристов, но и также все сферы без исключения, это и торговля, и услуги связи в том числе. Пик деловой активности, пик выручки и пик, соответственно, налоговых платежей приходится на летний курортный сезон. Как он пройдет, так, я думаю, таковы результаты у нас и будут. И предыдущие года яркое тому подтверждение. Хороший курортный сезон, хорошие показатели. Если курортный сезон у нас был в 2017 году неудачным, то мы имели соответствующие результаты.
Благодарю вас за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо, до свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.